Юные самки 4 и 5 лет по имени Сахар и Удача резвятся и едят в вольере. Директор Казанского зоологического ботанического сада Асия Гизатуллина сообщила, что транспортировка животных прошла без проблем. Млекопитающие будут жить без активного вмешательства человека, чтобы им было комфортно. У нас отличные условия для пребывания слонов и одни из самых современных в России. Площадь наших вольеров суммарно составляет порядка 7000 квадратных метров. Это является действительно хорошими, качественными условиями. Гизатуллина рассказала о текущем состоянии экзотических гостей. Они спокойно переходят на новый рацион. Им особенно полюбились груши. Самый интересный момент, они их раньше вообще не ели. Они ели бананы, там сахарный тростник. И в целом мы видим, что им нравятся активности, которые мы им предлагаем. Мы пробуем их водить, соответственно, в уличный вольер. Да, им тоже там комфортно пребывать. Директор добавила, что как только закончится период адаптации, слонят покажут посетителям зоопарка. Сама адаптация зависит каждый раз от самочувствия самих животных. Здесь сложно предсказать. Мы понимаем, что это произойдет в течение лета, но как быстро такой процесс, он специфический. Действительно, я думаю, что мы попозже о нем расскажем, но пока все идет к тому, чтобы это произошло быстро. Сахар и Удача – азиатские слоны в возрасте 4 и 5 лет. 11 июня они прибыли в Казань в качестве подарка президенту России Владимиру Путину от лаосского лидера Тханглуна Сеулита в честь 65-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Саммит Россия-АСЕАН пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Организация включает 11 участников – Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Восточный Тимор.